Все, проснулись. Ночка сегодня была веселая. У Очки была температура. В общем, поболела она. Сегодня уже полегче. Да, Очка? Но решили сегодня немного поехать. Потихонечку раскочегаримся. Поедем. Устали лежать немного. Хотя лес этот замечательный. Да? Главное, здоровые. Остальное все мелочи. Да, Очка? Сопельки он. Да? Часик. Со времен Швеции мы не видели таких огромных лесов. Едем, едем, он никак не кончается. И это всего лишь под Брюсселем. Горочки, горочки, спуски. И тут заметно, как рельеф влияет на развитие велосипедного движения. Велосипедистов здесь вообще нету. Все на машинах, мотоциклах. Вот. Люди все-таки ленивые существа. Никто не хочет ехать на велосипеде в горочке. Ох, приехали мы на ночевку. Нашли ночевку на заднем дворе ресторана. Вот мы заехали за водой. Попросить воды и предложили. Нас оставили тут. Да, говорит, без проблем, оставайтесь на лужайке. Ну ладно, что уж. Искать не стали. Мало ли чего, пообщаемся, может быть. Телефоны зарядим. Да, сейчас телефоны на зарядку поставим. Отличное место и прямо на детской площадке. Ая хоть побегает. Ае нравится. В общем, мы тут кайфуем очень сильно. Нам тут дали салат
хлеб. Я не знаю, что это такое. О, тут даже сыр есть. Суп теплый. Ну, ножики, вилочки. И нашу курицу сейчас готовят. Мы купили курицу и отдали им. Они сказали, сейчас сварят и принесут нам. Сейчас, подожди. А этот раскидается. Yes? Yeah, все. Yeah, I'm Nancy. I have a restaurant in Belgium, in Soigny, Casteau, and I'm so happy to accept you in my garden for the night and for the baby also. And I wish you good luck for your trip. Oui, bien sûr. Ok. Voilà, bonsoir, je suis Nancy, on est restaurateur à Soigny, en Belgique, et nous avons rencontré donc nos amis ici qui font un voyage et on les accueille avec gentillesse et beaucoup de cœur dans notre jardin pour qu'ils passent la nuit au calme et en sécurité surtout. Et voilà, et puis je leur souhaite bonne chance pour leur voyage et avec leur petite fille. Voilà, s'il vous plaît. And sometimes in big cities we find some people can invite us to home. It's, well, there is I'm over there, okay? I have so many work, I walk, okay? у тебя нижний. Nancy Moreau. О, Okay? a lot of Yeah. Moreau. M. Moreau. Yes. This is my name. French is so beautiful English. Oh, you like? Yes. Learn it. Yeah, it's so hard for Yeah, I think so. Yes, I think it's sounds difficult. Yeah, it's more different of your languages. Yes. Yeah, I think so. Yeah, but I think it's a beauty. Is this delivery for the lunch for the man of oh, I don't remember, medicine? Yeah. Belgium Nancy. And come back. Вот такая вчерашняя неожиданная встреча. Приятно так познакомиться с людьми. Все, едем дальше. Впереди Монс и французская граница. Погодка замечательная, такой туман. Моросящий слегка. Классно.
savez, dans les vidéos, j'aurais bien aimé. Сейчас мы в историческом центре Монса. Такого упоения здесь, спокойствие, так классная атмосфера, студентов много, люди гуляют. И вот такая замечательная погода, именно с которой я всегда ассоциировал Европу. Такая легкая дымка, такой дождичек легкий накрапывающий. Замечательно. 2 раза уже не туда поехали. Сейчас выехали вообще на магистралку случайно. Сейчас снова сворачивать. Не назад ехать, тут можно, мы просто параллельно поехали случайно. Настю подождать. Вот нежданчик, едешь себе, и тут бац, брусчатка, и конца и края не видно. Приходится ехать по обочине. Это, по всей видимости, какой-то старый тракт. Вот кто знал, что он брусчатый? Смотрю, дорога по карте. Вот не знаю, как долго сейчас ехать. Дело в том, что еще скользкий, мокрый. И вот такой вот дорога бочкообразная немножко. И слетает колесо. Надо быть очень аккуратным. У нас незаметно началась Франция. А единственный знак — это то, что поверх брусчатки положили асфальт. Вот сейчас начинается асфальт. Но по карте показывает, что это граница. Я не знаю, будет здесь. Франция. Тут, да, тут. Потому что мы такой окольной дорогой едем. Такие знакомые, какие-то родные пейзажи здесь. Похож прям на чувашский ландшафт. Велодорожек так и нет, даже полосы нет, она узкая. И машин довольно-таки много здесь. Напряжно ехать. Так что Бельгия — это еще лафа была. Посмотрим, как будет дальше. Но здесь красота сейчас такая, под закат едем. Настя чуть-чуть отстает, ей горочки все-таки тяжелее даются.
Сейчас посетили военное кладбище еще времен Первой мировой войны. И даже нашли могилы русских, представляете, которые еще воевали за царя, которым не довелось узнать, что потом царя расстреляли, пришел Советский Союз, начался. Вот, удивительно, честно, смотреть на могилы Первой мировой войны еще, потому что у нас их нет. А здесь помнят и в хорошем состоянии довольно-таки все захоронения. Но по этим местам едешь, здесь накладывается Вторая мировая на Первую. Думаешь, неужели люди ничему не учатся? Война за войной. Но надеюсь, третья не наложится. Да, Бог. Мы над этим работаем, чтобы не было. C'est une photo, hein? Pierre. Ah, c'est caméra? Film? Bienvenue en France. Bienvenue en France. Ah ouais, salut, hein? C'est bien, hein? Ой, тяжело, дорожка идет, тяжело. Проехали только 10 километров, у меня вообще уже сил нету. Вчерашняя дорога, сколько мы, 72 проехали, сказалось, а нам каждый день нужно проезжать по 70 километров. Вот, и до Парижа. Сегодня суббота, нам в понедельник нужно быть в Париже. Встреча в 7 часов вечера будет, встреча чувашей. Да, вот я не знаю, доедем ли мы своим ходом или нет. Но если даже не своим ходом, то на чем? Вот. Поэтому я не люблю эти даты, вот эти рамки. Но мы еще и нас и болезнь внесла коррективы, мы бы так бы успевали бы. Но выехали на день позже, пришлось отлеживаться. Сейчас доехали до городка Святой Квентин, Сен-Квентин. И тут в городе хоть появилась велодорожка, а так вообще очень тяжело ехать. Снова как в России, только асфальт получше. А так узкая дорога, много машин. Но в городе началась, не знаю, как будет дальше, до Парижа.
О! Аечка. Ая, смотри. Все, поставили палатку. В хорошем месте, в поле. Аечка. Аечка очень довольна. Счастлива прям, да? Ага. Да, все, отдыхаем. Сегодня опять почти 70 километров проехали. Еще нам завтра ехать до упора. А упор, не знаю, у вас сколько будет. Чем больше, тем лучше, в общем, проедем. Значит, там в понедельник будет легче. Вот, ну скоро Париж уже. Послезавтра надо быть там. В первой половине дня. Ой. Уже вечер. Практически. Ничего интересного сегодня. Едем, дорога. Багет поели. Вкусные багеты здесь, кстати. Не зря хвалят. И поехали дальше. Едем. Аечка пока дает ехать. Неужели идет велодорожка? Может, до Парижа так будет? Или это нам кажется просто? Все, нас ждет сейчас, можно сказать, первый перевальчик. Маленький, ну такой, как был в Юрьевце примерно, с берега Волги, наверное. Но давно такого не было после Нидерландов. Нормально, идем. Да, ну совсем Россия здесь. Я давно такого не видел, чтобы просто километрами шел лес, не огороженный. Фу-фу. Много дубов. Снова, как это не удивительно россиянину говорить, но во Франции пока самые худшие дороги, чем во всей Европе, пока которые я видел. Ох, трясет-то. Я в очередной раз пошла за водой в ресторан, и меня не пускают оттуда. Говорят, подождите, мы сейчас приготовим вам ужин. 5 минут будет готово. В общем, вода уже давно здесь, а мы стоим, ждем сейчас, когда нам приготовят. Индийский ресторан.
Merci. Спасибо. Okay. So this one also. Там утяжка наверх. Все, доброе утро. Ночевали сегодня в поле, далеко от дороги не отъезжали. Все, нам осталась финишная прямая до Парижа. До Парижа-то совсем чуть-чуть, а до нашего места дислокации, до нашей вписки где-то 35 километров. Погода замечательная. Едем. Все, отсюда уже видно Париж. Париж в низине. Даже Эйфелеву башню видно. И видно, какой смог над городом. Можно сказать, сейчас утро, в принципе. И он черное такое облако. Сейчас будем проезжать аэропорт Шарль-де-Голь. Париж похож на какой-то обычный российский город. И французов вообще не видно. Ну, только арабского, африканского происхождения. Где французы все. Так, окраина города, движение, блин, вообще непонятно как устроено. Понятно, но пробки. Оп. Никаких велодорожек, велосипедистов вообще нету. Что, сейчас чуть-чуть осталось, приедем. Wi-Fi сделать, да? Да. Иди сделай на свой. Ох, все, мы приехали. Приехали в Париж, Аечка, да, утрясло нас. Вот мы приехали к Дени в гости. Вот, если летал видео. Вот, так что проведем здесь время немножко, отдохнем. Мерси, Дени. Замечательное место тут. Классно, каштаны. Самый верх Парижа. Did you take it? Классно, вышли на нужной станции, ехали долго-долго, прям как в Москве, я не знаю. А вот, опоздаем, конечно, на встречу чуть-чуть, но
Радует, что есть лифты. Не везде, правда. Вот сейчас вот здесь, Кажется, нет. по-моему, нет, и придется нам по этому эскалатору ехать. Ну и ладно. Оп, отлично. И лифт не нужен. Теперь нужно направление выехать. Здорово, Виктор. Оп, стоять. Здорово. Мама просила тебя еще раз обнять. Да? Спасибо. Мама тоже обнимет нас. Привет. Как мы с тобой не виделись давно? Привет. Прекрасная. Оп. Прекрасная типа семья. Спасибо. Стараемся. На кого больше похожа? Скажи, Ай, на кого больше похож? На папу или на маму? Вот чувашка же, да, настоящая? Чувашка, скажи. Просто остановиться и прекратить смотреть на вас настолько же красиво. Вы только увидите. И там просто... Это другая система координат, это другое мировоззрение. Слушай, точно, вот смесь прям такая, не могу понять, на кого больше скажи. И Гудев? Короче, ребята, я кого еще видела, кого не видела. Не обращайте внимания, пожалуйста, на... Если вы обращаете, и они, в общем, в этом разбираются, они все это знают. Но если вы внимательно посмотрите, вы увидите не увидите никакой символики вообще в СССР, потому что я использую только кухню. То есть я говорю, что мы преуспели только в одном, только в кухне. И мы все готовим одно и то же. Например, сегодня я готовлю ваш пирог национальный. Я не знаю, как у меня получится, вдруг у меня получится. На самом деле я родилась на границе Удмуртии и Татарии, а Грыз это уже Татария, а Ижевск это еще Удмуртия. То есть 30 километров между ними. И я готовлю вообще все удмуртские, все татарские блюда. А потом я еще училась в Казани. А потом еще жила в Уфе. То есть в Башкирии, да, я еще научилась все остальное готовить. То есть балиш, курник, это все немножко напоминает вашу, Да. как правильно, хупа. Куплу. Куплу. Я сегодня внимательно смотрела все рецепты, которые вообще существуют. Нашла, как мне кажется, самый аутентичный. И посмотрим, у меня получилось или нет, я не знаю, но я его отправила в печку. Вот, Ну я тоже, видишь, сделала типа чогут, но у меня там не было главного я ингредиента. вообще в этом ничего не понимаю, но я очень люблю готовить национально аутентичные все вот эти блюда. Мне будет очень приятно, если у меня получится хотя бы что-то близкое. Но я не рискнула взять утку. Я не рискнула взять утку, которую продают в Мармаше, потому что рынок он не сегодня. Тесто это важно, потому что точно так же с балишом, точно так же с курником. Это вообще тесто совсем не то, которое... Когда я делала чогут нормальный, правильный чогут, все были все ингредиенты. Мы делали... Галя делала... Эти еще делали... Закрытые пироги. Здесь у нее ну да. У меня папа раньше делал пиво, и было очень вкусно. А потом он сказал, что солит очень сложно. Да, самое сложное в рецепте пива, то есть вот если ты делаешь соус, все это ну уж вот так вот это все надо развиваться, да, то есть с одной стороны, у меня был студент в Чувашии недавно, я никогда в Чувашии не жила, и когда я только приехала во Францию, я здесь поняла, что я чувашка. Потому что люди меня смотрят, они говорят, у вас такой странный, но по виду бы на поляшку не похоже. Такая скорее вьетнамка, да? Я говорю, ну вообще-то я чувашка.
там, я из России, да, они говорят, из России, говорят, да, мы говорим, чувашка. И вот они спрашивают, что такое чуваша, а я не знаю, чем ответить вообще. Так у меня возник этот интерес к родной культуре. И я поехала в Чувашу, там я познакомилась с Никитой, а он тогда отправился в свое, и вернулся из первого путешествия своего, рассказывал. И вот сейчас они уже, у вас третье у тебя путешествие после большого этого азиатского кочевья, где они всю Азию объездил. На велосипеде, да. Никита, он, собственно, так они с Настей познакомились, когда он проезжал через Новосибирск. Это все можно прочитать на их сайте. Я за этим всем следила тоже, да. Я за этим всем тоже следила. Вот он туда поехал, познакомились в Новосибирске, потом вы оставались на связи, получается, во время всего вот этого большого азиатского, он по всем азиатским странам проехал. И на обратном пути он уже Настю привез в Чувашию. Вот так вот. Еще я за ним поехала. Да. Она на велосипеде тоже за ним поехала. Потом появилась, она поженилась, появилась Аля. И фамилия, мне тоже кстати, понравилось, что у нас теперь фамилия тоже чувашская. Тенджи, это значит чувашский песни. Тенджи. И Айран, да, это тоже чувашское выражение, которое означает еще раз Настя, я не выговорю. Луна, плывущая по небосводу. Это симбиоз. Короче, ладно, открывайте, ребята. Если опозорилась, то опозорилась. Чего же? Что? Короче, как в Балиши, да? Но в Балиши мы открываем... Несмотря ни на что, мы тебя любим. О, хорошо посидели с ребятами, уже все расходимся. Пирог, такой ассорти. Вино попробовал французское. Честно, мое домашнее вино вишневое намного лучше. Наверное, лучше ничего и не пробовал я еще. Замечательно. Сейчас пойдем гулять. Такой вечер классный. Теплый. Пришлите мне фотки, потому что я хочу сделать на сайте все. И пару. Нет, мы пойдем фонарь смотреть, они хотят, чтобы фотографировали башню, камера домой. Я не знаю. Мне кажется, нужно ждать. Сколько градусов у вас есть? Кстати, для наших детей тоже они так спокойно ездят по Европе. У них же другое мировосприятие, не как у нас, за граница, вау. А для них... Я вот первый раз в Китае единственное. В общем, у нас тут приключения полные. Париж. У нас тут... Да, в общем, опоздали мы на метро, вот прям хотелись... Ну, мы чуть-чуть прогулялись, конечно, после кафешки. Хотели поговорить еще. Вот. Только хотели спуститься в метро, а там всех выгоняют уже. В итоге вообще, я не знаю, мы сейчас идем, какие-то автобусные станции ищем, какие-то ночные автобусы, может, поймаем, потому что нам до дома 12 километров. Париж, в принципе, не такой большой, но 12 километров пройти уставшими сегодня не так-то и хочется. Хорошо, мы хоть прицеп взяли для Аяна, там спит сейчас спокойно. Вот, не знаю, может, ну, в любом случае, хоть пешком дойдем потихоньку. Виктор привез нам шоколадки и вкусняшки. Да, пастилу, смородина черная вообще, Виктор. Спасибо. Так что не пропадем с Виктором. Ничего, приключения чувашей в Париже продолжается. В общем, нет у нас другого выбора, как идти пешком. Наверное. Есть вариант, конечно, такси, но оно будет здесь очень дорогое, как пить дать, даже гадать не надо. Вот, поэтому, ну ничего, ладно, идем. Аечке вроде нравится пока. Ходила как раз классным Кистернова и какой-то парень купил. И, конечно же, мы.
Все, наши с Виктором дороги разошлись. И мы пошли на красный свет. Нет, зеленый. Да, нам еще пиликать столько же, сколько и прошли. Зато в Париже. Да, зато в Париже. Мы сделали это. Наська там в подъем сейчас поднимается. Это здорово по ночным улицам Парижа. Хотя это не Париж уже считается. Это как бы, как у них там, за МКАДом, типа МКАД. И все, что за МКАДом, это уже не Париж. Ну, для нас это Париж все равно. Фу, 12 километров. Аечка спит. Замечательно. Ноги вообще никакие. Сегодня день вообще сложный. Трудный для ног. Вот такой у Насти день рождения. Как тебе, Настя? Отлично. Видишь, башни Эйфелеву не увидели, зато Париж 12 километров протопали. Еще и в гору поднялись сюда.